Мир вам, братья и сестры. Так, перед началом сегодняшнего видео хочу сначала молитву небольшую прочесть. Царю небесный, утешителю души истины, и же везде сы, и вся исполняй, сокровища благих и жизни подателю. Приди и вселися в мы, и очисти мы от всякие скверны, и спаси блажи души наши. Вот недавно, вчера стрим пытался сделать первый раз в жизни. Но это немножко не соображаю, что как делать. И у многих нет Ютуба. Я, кстати, не смог это видео даже скачать с Ютуба. И поэтому решил продублировать в обычном формате видео. Вчерашние мысли. Может, немножко еще дополнить. Ну, это мне, повторюсь уже, этот Федор из Вологды, который Скоморохи Боярин, у него канал. Он меня на этот, можно сказать, вдохновил на эти идеи, которыми я собираюсь с вами поделиться сейчас. Здрав будь, боярин. Спасибо тебе. Вот я люблю его ролики смотреть. Это очень мудрый человек и такие интересные вещи рассказывает порой. Вот. И возникла, значит, у меня такая идея. Сделать такой национальный проект. Это должна быть государственная система, объединенная с Русской Православной Церковью. Вот они должны руководить этим делом. Создать службу. Так, сейчас я сформулирую. Службу беспилотного аэротакси под названием Серафим. Ну вот как по образу шестикрылые серафимы у нас были. И почему-то идея эта, кстати, мне пришла, вот я не помню, то ли в день Серафима Саровского, который вот недавно был, и перед Ильином день, перед днем ВДВ, то ли уже на день ВДВ, но в общем, ой, Серафим, батюшка, моли Бога о нас. Илья пророк тоже, моли Бога о нас. Вот, что это бы из себя представляло? Ну, в моем понимании это выглядело бы так, что создана служба такси, аэро, то есть беспилотники. Ну, так как Серафимы шестикрылые, значит, они должны быть, наверное, шестивинтовые. И по подобию вот Яндекс.Гоу, короче, вот только Серафим. Даже, может быть, с голосовым управлением. Там нажал микрофончик, сказал, вызываю Серафима. Серафим спрашивает, сколько вас? Доброго утра, например, там как-то таким вот, или пожеланием каким-нибудь там. Ангела в дорогу, например. Сколько вас, куда собрались в этом плане? Ну, допустим, вот собрался я на рынок что-нибудь съездить, прикупить. Говорю, один, обратно буду везти там. Обратно, в принципе, даже не заморачиваться над этим. И мне надо на рынок там, или точку на карте указал, либо голосовой командой, как сейчас Алиса, там все это, искусственный интеллект, короче, надо пускать его во благо на общество. И прилетает такой вот за мной, если я один собрался, то прилетает одноместный беспилотник с багажным отделением небольшим, чтобы это все было энергоэффективно. Сдымает меня в небо, доставляет на рынок и улетает. Либо на другой заказ, либо на станцию технического обслуживания, где его там проверяют, все, что... эта система должна быть, короче... Тут, во-первых, человеческий фактор исключается, и мне кажется, тут наши выдающиеся талантливые инженеры, конструкторы, они создадут такую систему, что она будет намного безопаснее, чем ездить в автотранспорте, где по статистике сейчас больше всего людей погибает. Так, это кофеечек пью. Вот доставила и улетела. Теперь, короче, как должно это аэротакси выглядеть внутри?
Ну, удобное кресло, возможно, с массажом. Впереди экран, дисплей. И над экраном иконы, какие благословит, может, патриарх наш, который благословит. Я думаю, Серафима икона там обязательно должна быть, потому что такси называется Серафим, и как бы Серафим батюшка моли Бога о нас, да. Слева, допустим, там небольшая табличка, там написано 10 заповедей Моисеевых. Справа табличка 9 заповедей блаженств из Нагорной проповеди. В каких-то кармашках лежит Библия бесплатная, то есть любой человек может забрать, а потом, когда Серафим приземляется на станции техобслуживания, то там заменяют, добавляют эти Библии. Ну, искусственный интеллект научен так, что на тебя же смотрят камеры, как ты себя ведешь в этом Серафиме. И тарифы зависят от твоего поведения. То есть хочешь жить по-человечески, веди себя как человек. Если ты материшься, то там Серафим может, отказать тебе даже в обслуживании. То есть, если хочешь материться, ходи пешком или езди на машине на своей. Трать время на техобслуживание, на ремонты, на бензин, на там, все эти неприятности, которые с машинами. Ну, мне, вот если бы была такое аэротакси, мне, например, машина не нужна была бы вообще, и вообще никакой транспорт. То есть у меня сейчас есть, допустим, электровелосипед, и он мне тоже был бы не нужен уже. Зачем мне думать про его техническое состояние, все, когда я вызвал Серафима и в любую точку мира долетел с комфортом. Приятное для души и тела. То есть в Серафиме не должно звучать никакого скверного слова, и вообще ничто нечистое не должно войти в Царствие Божие, как говорится. За этим должна следить Русская Православная Церковь, она должна, наверное, лучших проповедников на это дело и катехизаторов отрядить, чтобы в этом Серафиме, допустим, была такая возможность, что вот у человека, например, проблемы какие-то, семейные, к примеру. И Серафим говорит, вот такая-то проблема. И Серафим его соединяет с дежурным батюшкой, например, который хорошие навыки психолога имеет. И решал бы эти проблемы. Потом, если, допустим, летит группа студентов, видят, молодые люди. И там, в общем, когда заходишь в Серафим, телефон нужно, ложить на беспроводную зарядку, как вот в китайских автомобилях сейчас это есть. И все, телефоном пользоваться ты не имеешь права в Серафиме. Если тебе надо куда-то позвонить, ты просто говоришь: Серафим, пожалуйста, соедини меня там с сыном, например. И раз по видеосвязи тебе с экрана, с большого, разговариваешь, с кем ты хочешь поговорить, видеозвонок. А чтобы пока ты, по крайней мере, летишь в Серафиме, то у тебя нет возможности смотреть порнографию какую-нибудь или там какой-нибудь другой деструктивный контент, который вот против традиционных семейных ценностей направлен. И вот Серафим, допустим, видит, что, там же камера, что молодые люди летят. И он им рассказывает о том, как выбрать себе спутника жизни, чтобы один раз и на всю жизнь, и чтобы жизнь прожить счастливо. Вот. Если, допустим, видит, что пьяным отказать может в обслуживании. Также, если кто слишком откровенно одет, объясняет причину: вы слишком откровенно одеты, мы не можем вас обслужить. То есть у него должны быть внешние динамики еще у этого беспилотного аэротакси. Это все технически, я думаю, сейчас осуществимо современными технологиями. Государство должно привлечь, я думаю, к этому проекту, самых лучших финансистов, экономистов, IT-специалистов, специалистов по беспилотным системам, специалистов по искусственному интеллекту и, дизайнеров, технологов, потому что это ж надо на поток все дело ставить. Вот, кстати, этот, ВАЗик наш, автотазик, это моя хорошая маечка пришла.
это, вот если, допустим, ну, он сейчас толку-то от него никакого, уже все ругают, там, что эти тазики, короче. А тут можно, короче, сразу сделать такой, как бы, прорыв технический, короче, сразу на 2 шага вперед от всех. Это бы, ну, как бы, престиж страны очень подняло, репутационные очень такие вот, как его, приобретения очень хорошие. И РПЦ тоже от этого бы много выиграла, в общем, ну, там, по крайней мере, объясняла бы людям, что там многие там вот, ну, ну, как многие говорят, там, что я бы пошел в храм, но там вот эти вот попы на Мерседесах. А тут получается, короче, когда есть мобильное такси Серафим, короче, допустим, батюшкам, оно вообще там бесплатно в любую точку мира. Только зачем тогда попами эти Мерседесы, короче, как бы. Вопрос уже хотя бы отпадает. Ну вот. Я там даже немножко помечтал, короче, ну, в том ролике, что, вот, допустим, я на Колыме 39 лет не был, на малой родине, говорю, так бы вызвал Серафима и слетал бы. Да, вот по поводу того, что там, ну, запас хода у Серафимов, я не знаю, там, ну, государство, наверное, должно дать техническое задание, ну, и там, сколько там он добьется, ну, допустим, 200 километров запас хода. Значит, надо по всей стране там в течение, как по принципу Ямской почты, короче, понаставить станции замены аккумуляторов. Ну, и аккумуляторы должны быть у этого беспилотного аппарата снизу, вот по принципу, как китайский автомобиль Нива сделал. Потому что вот в электромобилях проблема такая, что очень долго заряжать его. А Нива сделал по Китаю такие станции, где вот заезжаешь на машине, и у тебя автоматически робот там какой-то, как бы этот, ну, тяжелые же эти батареи, он там винты откручивает, короче, старую батарею снимает, отправляет на зарядку, заряженную батарею ставит и дальше поехал. Это занимает там 2-3 минуты. Ну и по такому же принципу сделать здесь. А так у нас в России народ талантливый, глядишь, там кто-то скоро изобретет. А Росатом привлечь, может они там изобретут какую-нибудь там атомную батарейку, которую там пожизненно можно ездить, короче, не заряжаясь и там хоть на край света. Вот, на этих станциях замены аккумуляторов должна быть развита инфраструктура, чтобы человек мог там сходить, кофе попить, покушать, перекусить, возможно даже прилечь отдохнуть, где-то номера какие-то. Но это должно быть доступно для населения, еще сделать такую гибкую систему тарифов, что если, допустим, ты человек доброжелательный, законопослушный, то тебе скидочки постоянные, короче, вплоть до бесплатных поездок даже. А если ты наоборот, короче, там, ну, хулиганишь, там плохо себя ведешь, то для тебя, конечно, все это дороже. Ну, возможно, короче, сделать, как в такси, короче, там эконом-вариант, комфорт, бизнес-класс. Там уже, как бы, по деньгам люди смотрят. Вот, что еще, короче, сказать хотел. Чем еще удобно это аэротакси будет? Вот, например, у меня друг один художник, да, и вот он захотел куда-нибудь в такое место, где куда не доберешься никак, вот там на какую-нибудь гору такую или что. Вызвал, Серафим его туда доставил с мольбертом вместе. Он отпускает, Серафим улетает, короче, и он пишет. Закончил, устал, надоело. Вызвал обратно Серафима, тот его обратно доставил домой. Вот. И по пути он там послушал хороших проповедей, там, допустим, все время идет телеканал Спас или какие-нибудь проповеди, или там про Святого Дня рассказывают, или Апостола Дня рассказывают и читают с толкованиями. Вот. Ну, это бы, короче, во-первых, если эта система, дай бог, короче, срастется и запустится, то это очень нравственный уровень народа России, населения России подымет. Возможно, даже демографические проблемы решит. Ну, то есть вы стимулируете этим как бы людей на благие дела. Ну, еще раз повторяюсь, и престиж страны подымет, и, ну, в общем, репутационные, короче, там приобретения очень большие. Вот. Ну, и так, я думаю, там экономисты просчитают, что оно и оправдываться будет очень сильно хорошо. И хорошо, в общем. Вот, примерно это хотел донести пока. И, возможно, я еще буду делать стримы
Ну а к вам, уважаемые подписчики и зрители моего канала, убедительная просьба поддержать этот проект всевозможно комментариями, может своими идеями какими-нибудь дополните, может быть. Ага, чем больше комментариев, тем больше просмотров. Может быть, вы поделитесь этим видео с друзьями, кому-то, кому-то интересно. Может быть, это дойдет до, ну, в общем, как говорится, мы рождены, чтобы сказку сделать былью, как песня той поется. И общими силами, короче, всем миром, как говорится, можем сделать такую систему для людей. Почему бы нет? Вот, ну, примерно то, что я хотел сегодня донести, чтобы не быть многословным. Если что-то забуду в следующих видео. И, возможно, вы мне там, кстати, напишите в комментариях, как этот стрим делать, так, чтобы, короче, там же надо как-то, чтобы анонс сначала был, что там в такое-то время будет стрим, чтобы народ собрался. А то я первый раз делал там без предупреждения. У меня там что-то 26 человек, что ли, собралось. Из них там 3 человека только комментарии писали. Ну, в общем, все. Всем мира и добра. До свидания.